Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Сегодня у нас очередной интересный выпуск с не менее интересной девушкой. Зовут ее Евгения Константинова. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Евгения у нас занимается вязанием крючком, да? Именно вот крючком. Можете обратить внимание на вот эти такие, скажем, необычные работы в национальном стиле, в якутском, да? Ага. Это и вафли у нас якутские, это, я так понимаю, кумыс, да? Бырпах. Угу. Что у нас тут еще есть? Ага. Ну, национальные, да, наши, как правильно, узоры. Это в стиле кабытык-тиги. Кабытык. Ага. Ну и еще много-много интересного. Евгения, для начала давайте немножко познакомимся. Вы у нас являетесь дизайнером, да? Да, графическим дизайнером-иллюстратором, в студии работаю. И вот в свободное время вяжу, получается, и хожу на ярмарки. Хобби ваше, увлечение. Да. Ага. Расскажите, как вот к этому увлечению вы пришли? Почему именно вот вязание? Да? Вообще я люблю делать всякое руками. Я делала и блокноты, и вязала спицами, и бисером занималась. Но крючок мне казался чем-то недостижимым. Я сперва видела вот эти вот фигурки, и мне казалось, что как они из одной такой тонкой пряжи делают фигурку. Поэтому я только шарфы умела делать сперва. И потом, получается, в 21 году я начала мастер-классы смотреть в интернете и пытаться повторить. И так я делала подарки друзьям, знакомым, близким. Потом, когда я накопила вот эту вот базу, начала делать свои собственные схемы. И вот, получается, вот по моим схемам они разработаны. Прямо, все серьезно. Но вот правильно ли я понимаю, что вязание крючком отличается от вязания спицами? Именно вот миниатюрные работы, наверное, удобнее все-таки крючком, да? Спицами можно делать игрушки, кстати, тоже, но для меня это пока сложный какой-то уровень. А крючком, плюс необычность крючка в том, что его нельзя сделать машиной. Если спицами можно вот так вот, если специальные машины, то крючок — это чисто ручная работа, может быть. Вот поэтому, если я в магазинах вижу какие-нибудь товары крючком, я задумываюсь о том, у них есть рабы или что. Поэтому, ну вот. Ну и сегодня у нас мастер-класс, да, первый, который мы покажем нашим телезрителям. Евгения поделится своими секретами, да? Что мы будем делать? Да, начнем мы с бабушкиного квадрата. Получается пример. Это может быть как подстаканник, можно сделать побольше, вообще сделать скатерть, салфетки и прочее такое. Вообще это база крючка, поэтому мы начнем с этого. Так, начинаем мы с чего? Нам понадобится пряжа, крючок под пряжу. Он подбирается легко, на этикетке, получается, тут написан сразу размер крючка. И лучше начинать вязать с толстой пряжи, вот это чуть тоньше. Но толстая пряжа будет намного лучше, чтобы видеть, что вы делаете. Вообще начинать лучше с плотной пряжи. Это 100% хлопок. Нам еще понадобится игла с большим ушком, нитка-вдеватель. И либо ножницы, либо вот такой вот. Чтобы отрезать, да? Вот, в принципе, все. Можем начинать. Сперва делаем воздушную петлю. Можно сделать просто руками. А можно сделать, я делаю вот так вот. Сперва в треугольник, через низ продеваю, вытаскиваю, и вот такая вот петля у нас образуется. Так, и нам нужно сделать 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Сделали. Теперь нам это нужно соединить в круг. В первую петельку продеваем нашу образовавшуюся. Вот у нас образовалось такое кольцо. И теперь также делаем 3 воздушные петли.
Раз, два и три. Кольцо с воздушной петлей у нас получается. Вот. Теперь мы делаем столбик с накидом. Нам нужно сделать 2 столбика с накидом. Получается, вот накинули на крючок, продели в петлю, в круг, вытащили. У нас получается вот 3 таких вот накида. Через первые 2 сперва проводим, потом через вторую. Вот у нас получился столбик с накидом. И еще раз. Сейчас накинули на крючок, вытащили. Сперва через первые 2 петли, потом еще через 2 петли. Вот. Теперь нам нужно образовать угол, и мы для этого делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Теперь нам нужно сделать 3 столбика с накидом. Вот эти первые 3 воздушные петли, они как 1 столбик с накидом получается. Теперь мы делаем 3 столбика с накидом. Первый. Второй. И третий. Три столбика с накидом. Теперь нам надо образовать угол. И делаем 2 воздушные петли. Первая воздушная петля, вторая воздушная петля. Также сделаем следующие шаги. У нас 3 столбика с накидом. То же самое получается. Первый столбик с накидом. Второй столбик с накидом. Третий. И для угла нам нужно 2 воздушные петли. Вот теперь последнюю нашу сторону сделаем. 3 столбика с накидом нам нужно сделать. Первый. Второй столбик. И третий. Что у нас там вырисовывается? Сейчас. Теперь 2 воздушные петли. И нужно соединить вот. Мы делали 3 воздушные петли в начале. В третьей нужно нам продеть вот этот вот и соединительную петлю сделать. Вон красиво как уже уходит. Вот. Да. Мы сделали вот сейчас квадратик у нас получился. И это получается вот эта вот часть. Ага, серединка, да? Ага. Сейчас мы будем это наращивать дальше. По этой же схеме. Но нам сперва нужно дойти отсюда до угла, то, что мы начинаем с угла. Так, ну, мы вот в эту петельку делаем соединительные петли. 1, 2 и 3. 3 мы делаем уже в угол. Теперь, как в начале мы делаем, 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Теперь нам нужно сделать 2 столбика с накидом. Накидываем, продеваем через первые 2, через вторые 2 петельки. Вот столбик с накидом. Первый, второй. И здесь нам нужно образовать угол, и поэтому делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Теперь по 3 столбика с накидом делаем. 1, 2. Ой, 1. Второй столбик.
третий столбик. Мы здесь в углу делали 2 воздушные петли, чтобы образовать угол, а здесь нам угол не нужен, поэтому у нас будет 1 воздушная петля. Вот. Воздушная петля. И дальше 3 столбика с накидом. Угу. Опять нам нужно образовать угол, поэтому 2 воздушные петли. Первая, вторая. 3 столбика с накидом. В принципе, там уже идет повторение, Там да? уже идет повторение. Угу. Ну вот пока Евгения у нас демонстрирует, да, вяжет, показывает. Вообще интересно, да, как вдохновение приходит, откуда берете идеи? Вообще, моя первая схема я делала для друзей. У них есть свои персонажи. И, получается, я им разработала персонажей, потом их же связала. Ага, это что за персонажи? Ну, у них есть, типа, аватарки. Их виртуальные, да, получается, да? да? Ага. Вот. Здорово. То есть можно и людей связать, да? Потом я по приколу связала вот этот вот бырпах, выложила его в соцсети. И почему-то многим понравилось. Интересно так, да? И я еще до этого участвовала в ярмарках, но у меня не было своих товаров. Я делала по туториалам, которые... А вот этот мой самый первый, получается, схема. Ну, вторая уже, если не считать друзей. Вот и дальше я думала, что же я могу сделать сама, какие схемы разработать. По-моему, следующий был Чорон. У меня также есть убунты. Ну, все в мини таком формате. Да. Хочется прям вот трогать, щупать. Ну, здорово, что это прям ручная работа, да? Так интересно. А знак вот сами придумали, да? Свой, как логотип, что он означает? А это, получается, стилизованный узор якутский. Ну и там буква Ж, начало моего имени. Как интересно, оказывается. Какие еще есть идеи на будущее? Вообще хотелось бы сделать формат побольше, сумки или головные уборы хочу делать. Но для этого нужно время. А как часто вяжете? Ну, после каждый работы. вечер, может да, быть, каждый вечер. Мы сделали второй ряд. И по такому же принципу нам нужно перейти в уголок и связать вокруг. Ну, думаю, люди, которые владеют крючком, да, наверное, им, скорее всего, понятнее будет, да? Вот вначале, если вы только начинаете, то руки кажутся очень деревянными, но это нужно прожить, перетерпеть, и тогда уже будет понятно и легко. Ну вот что касается пряжи, да, может какие-то советы дадите? Вот это сказали хлопок, да, 100%. Ага, я знаю, что пряжа сейчас бывает разная, из разных материалов, разного качества, да. Вот как определить хорошего качества, может быть, пряжу? Вообще можно любой пряжей начать вязать. Главное, чтобы вам было комфортно. Вначале, наверное, лучше будет либо 100% хлопок, либо смесовой с акрилом, например. Акрил и хлопок. Ой.
Вот, теперь нам нужно перейти вот эту центральную часть. Делаем одну воздушную петлю и уже вот сюда вот продеваем и делаем здесь 3 столбика с накидом. Ну и все техники разные ведь, да? Ну, как посмотришь, даже узоры, да? Допустим, здесь один, у вафель другой, да? Ну, вот, например, здесь использованы вот такие же столбики с накидом, как и здесь, но есть техника, чтобы сделать вот эту вот именно вафельную часть. Сколько вообще техник существует? Ну, на вашем опыте, Ой. сколькими владеете? Ну, я бы не сказала это техниками, просто типа база Ну, как бы. крючка, владение крючком. Термины, вот, например, здесь получается столбики без накида, здесь столбики с накидом, здесь столбики с двойным накидом, например. Ну вот если наловчиться, да, буквально там за несколько минут, да, можно связать вот такую вот красоту, да, в качестве подарка для себя. Такой вот квадрат. Еще один ряд, и получается, у нас будет готово. А так вот насколько долго, сколько долго времени потребовалось, чтобы вот освоить? Вы говорили, что сначала набиралась базы, да? Как вот самостоятельно, за какое время можно Вообще научиться? в детстве меня тетя учила. Помню, у меня даже вроде бы что-то получалось, но я забросила, и вот в 22-м году начинала вспоминать и училась уже по видеоурокам, получается. Ну и через год уже я начала делать свои схемы, мне кажется. А что-то еще, может быть, руками делаете? Может, рисуете, шьете? Я умею шить, ага. Я сшила себе комбинезон, шопер себе шила. Но машинка у родителей, поэтому когда я переехала, я уже не шила. Нет возможности просто, да? Делала блокноты. Тоже с ними в ярмарках участвовала, в студенчестве еще. То есть все равно творчество всегда, да, присутствует? Мне всегда хотелось сделать что-то именно руками, создавать именно руками. А сколько вообще у нас таких, скажем, девушек с увлечением именно по вязанию? Насколько это вот актуально сегодня, по-вашему, да? Становится ли желающих больше вязать? Или вот как-то вот, может быть, тенденция какая прослеживается, да? Очень много. Девушки в декрете и не в декрете, они вяжут, они участвуют в ярмарках, очень много головных уборов я вижу. Одежда ведь еще, да, столько? Одежда тоже есть, жилеты в основном. Вот. На зиму. Но одежда лучше спицами. Потому что крючком
Минус крючка в том, что он берет очень много пряжи, а спицы ее экономят. Мгм. У нас завершающая, да? Мы провязали, Ага, получается, встаньте. 4 ряда, Мгм. и нам нужно соединить и просто потом спрятать в конце. Мгм. Отрезаем, вытягиваем. Можно использовать нитковдеватель, можно просто так. Ну, у игл для пряжи огромное большое ушко. Есть пластиковые, есть железные. Мне удобно железными. Продеваем через вот третью воздушную петлю в начале. И вот сюда вот. Получается вот такая вот невидимая петля. Мгм. Ее можно вот так вот вдеть. Можно завязать и обрезать, но я так не люблю. Я люблю ее прятать. Мгм. Просто между петлями. Ага. Пропуская. Все, можно обрезать. Оп. И вот эту петлю также. Мгм. И все. У нас готова подставка для кружки. Ее дальше можно продолжить вязать ряды. У нас получится салфетка, хоть скатерть, хоть одеялка можно сделать. Поэтому это очень универсальный такой вариант вязания. Бабушкин квадрат называется. Мгм. Красота. Ну, вот такая красота у нас получилась у Евгении, точнее, получилась, да. Думаю, что и нашим телезрительницам будет интересно, полезно посмотреть, попробовать, да. Ага. Вообще можно примерно 2 квадрата сделать. Ага. Вот здесь вот соединить, даже руками сшить. У вас будет вот такая вот маленькая сумочка. Да, кстати. Очень универсальная Мгм. получается схема. Мгм. Ну, поэтому пробуйте, не бойтесь, главное, да? Мгм. Ну, а у нас на очереди второй мастер-класс от Евгении, да, мы будем делать брелок, да, вязаный брелок, тоже очень интересная вещь, которая, думаю, понравится и вам. Что? До встречи на телеканале Якутия 24, увидимся в следующих выпусках.